Поаплодируем нашему артисту. Я несколько слов расскажу о традициях в одежде Таджикистана, ионов, но обладала и общими чертами. У мужчин, у женщин это тоже было такое туникообразного покроя платье. В сельских районах оно нарядное, особенно в Дарбале и Кулябе. Платья, сшитые там, в этих двух районах, называют образцами народа питейка. Они хорошо сочетаются с современной городской одеждой. В отличие от мужчин, женщины-таджички сохраняют больше традиционных элементов одежды. Девушки и молодые женщины раньше более узкие, у молодых женщин значительно выше щиколотки открыты. Традиционные украшения мы покажем вам, а я расскажу об одном из элементов одежды. Это атласная одежда, которая пользуется, как известно, своеобразие национальной одежды определяется, по словам преподавателя факультета, по словам тысячи разновидностей атласа. 2000 уму непостижимо. Атлас бывает двух категорий: на натуральной шелковой основе и на искусственной. Облака, так звучит перевод этого слова абрабант. Абрабант. Да-да. Слов об атласе. А сейчас наши молодые...
Вам понятнее слово «изар» будет, да? С них и начнем. Из-под длинной рубахи у крестьян выглядывают не спадающие волнами широкие штаны. Белый изар, как и вообще белую одежду, повседневно носят главным образом лица. Аплодисменты, поддержите девушек, как они красиво ходят, как они красиво носят одежду на цветой. Все заверили на сцену. Показывайте. Давайте наградим наши модели бурными аплодисментами. Они сегодня первый раз на сцене показывают одежду. Они никогда этого не делали. Они стесняются. Им это непривычно. Поддержите их. Это ваши гимнастки. Самые красивые женщины. Молодые, стройные. Я смотрю, в коллекции таджикистанской одежды появились и джинсовые элементы. Паричная модель. Браво, браво. Вы знаете, я посмотрела на все это разнообразие красок, тканей, на вышивку, удивительно тонкую работу, которая, наверное, безумных денег стоит. И так пожалела, что на улицах Перми так редко встречаются одетые в такую красивую одежду девушки и женщины. Наверное, Пермь расцвела бы, если бы почаще такое было на наших улицах. Дома-то они вам так не станцуют, они дома заняты приготовлением еды, воспитанием детей. Посмотрите, как они это делают здесь. Традиции своего народа, что их родители приезжают сюда, работая и живя на нашей уральской земле за 1000 километров от Таджикистана,
не забывают показывать детям свои традиции, свои обряды, свои танцы. И дети здесь, на Уральской земле, продолжают свои традиции. Поаплодируйте дружнее маленькой исполнительнице. Посмотрите, какая красавица! Браво, браво! Аплодисментами. Итак, Гуш-Кенгери в исполнении «Динамо». А у вас зрители всегда так молча наблюдают за борьбой? Где поддержка, поддержка? Pardon. Pardon. Что-то вяло вы, ребята, друг друга за пояса хватаете. Поактивнее. Как у нас кричат: дай ему, дай ему, дай ему! Деда. Помельцы, покажите мне хотя бы одного после концерта. Я хочу посмотреть, что это такое самый красивый мужчина мира. Так вот, в женских платьях, они обычно с кружевами и своим особым орнаментом. Некоторые элементы арийской идеологии сохраняются. В того времени на Памире, говорят, существовал тракский станок, где изготавливали гильотины. Последний выход лучших моделей Таджикистана с прекрасными образцами таджикской национальной одежды. Встречаем! Браво! Çocuğum, dağ badem, zamayı
صبر و طاقت ندارم، صبر و طاقت ندارم. دیری 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 دارم، دیگر صبر و طاقت ندارم، صبر و طاقت ندارم. ندارم صبر و طاقت ندارم.